Seguite Intercampus, la mia nuova squadra. Ciao a tutti. Здравствуйте, дорогие друзья! Спокойная обстановка на стадионе Сан-Сиро. Здесь сегодня собрались черно-синие интеристы. Настроение у них не самое лучшее после того, как накануне Милан оформил чемпионский титул, официально сыграв в ничью 0-0 с Ромой. Но задачи свои турнирные у Интера есть, и Интер играет на своем поле. Хороший, достойный, афишный соперник Фиорентина сегодня. Далеко до аншлага, однако много улыбок. Большой баннер прямо на газоне «Ио Тифо Позитиво». Я болею позитивно. Ну, наверное, более точно и не переведешь. С хорошим настроением. Это призыв, но я думаю, сегодня его услышат все, кто пришел на стадион Сан-Сиро, свою команду поддержать. Что касается турнирных задач, то все очевидно. Лишь одно очко преимущества над Наполи. Завоевать вторую строчку в турнирной таблице — это, конечно, не скудетто, это не слава, но это простое начало следующего сезона. Гарантированное место в Лиге чемпионов УЕФА. И третье место у Наполи сейчас. И, наверное, и эта команда может быть довольной собой, но снизу все-таки подобрались. Сегодня Лацио или Удинезе могут приблизиться. В общем, еще 3 тура до финиша, и решать свои задачи необходимо. Лука Банти судит матч сегодняшний. В составе Интера несколько перестановок в сравнении с предыдущим матчем, который команда выиграла на 96-й минуте. Ну вот давайте смотреть состав Фиорентины. Здесь, кстати, после блестящей проведенной встречи с Удинезе 5-2, ни одной замены. Борос, Гамберини, Натали, Де Сильвестри, Паскуале, Агустино, Бехрами, Монталива, Черчи, Варгас и Джилардино. Я напомню уже подробно о каждом из игроков, назову номера, позиции, но просто сейчас промелькнул состав, и мы с вами его изучили, убедились в том, что нет никаких неожиданностей. И что касается команды Леонардо, то сегодня в стартовом составе Коутиньо, и этого не ждали даже итальянские журналисты. Там Михайлович притаился, видно его за мутным стеклом скамейки на стадионе Сан-Сиро, главный тренер Фиорентины. Так вот, Коутиньо будет ассистировать Самуэлю Этуо и Джанпаоло Паццини, который и вырвал для Интера победу неделю назад. В стартовом составе, как обычно, Эстебан Камбьяс и Хавьер Санетти, а вместе с ними вышел в полузащиту и Хусин Харджа. Защита и вратарь у Интера
эти позиции практически не меняются, если, конечно, все в порядке. Но вот сегодня стартовый состав оказался немножечко неожиданным и в этом смысле, потому что на поле появился Марко Матерацци. И сделал он передачу на фланг, начал игру с небольшой неточности. И за боковой будут бросать футболисты Фиорентины. 69 очков у Интера, 49 у фиалок, которые имеют достойную разность забитых и пропущенных мячей, плюс 7. И значительно лучше, например, чем Палермо, который идет выше, и даже лучше, чем Рома, который занимает 5-е место. Ну и бороться нужно за 6-ю строчку Фиорентине. Это практически уже невыполнимо, но если вдруг сегодня фиалки выигрывают, то еще эта строчка не окажется совсем математически недоступна. В любом случае, в верхней части турнирной таблицы оказаться — это задача, с которой надо считаться. Но у Интера тоже 2-е или 3-е место занять разницы пока в этом сезоне нет. Через год она будет для Италии актуальной. Но все-таки каждая победа повышает статус команды. И уступать 2-е место Наполи, я думаю, нерадзури не хотят. Самуэль Этоо с мячом. Санетти и перехват. Фиорентина настолько лихо провела предыдущую встречу, что можно от нее ждать открытого, яркого футбола. Команда забивала, пропускала и снова отрывалась от Удинезе, который хотя и сдал в последних турах, но все равно это команда, которая находится выше в турнирной таблице. Что уж тут еще говорить. По номерам и по позициям, еще раз подчеркиваю, в составе Фиорентины нет никаких перестановок относительно предыдущего матча. И вот как выглядит полностью состав. 84-й номер Артур Бороц в воротах. 5-й Гамберини, 23-й Паскуаль, 29-й Де Сильвестри и 14-й Натали. Это защитники. Полузащита 85-й Бехрами, 18-й Монтолива, 21-й Дагостино. И линия атаки на флангах Варгас 6-й и Черчи 24-й. В центре Джилардино 11-й номер. Кстати, вот в том хлебосольном матче Альберто Джилардино не смог отличиться. Зато героями стали Черчи, Монтолива, ну и Варгас тоже, на счету которого один из мячей. Двое других сделали дубли. Синиша Михайлович главный тренер. И пошла вперед флорентийская команда. Наверное, с других позиций сезон Фиорентина начинала. Не в борьбе за 8-е или 9-е место. Хотелось большего. Не так давно была Лига чемпионов. Но, к сожалению, все скомкано как раз было Лигой чемпионов, на мой взгляд. И вот уже застой этот продолжается довольно долго у фиалок. Они никак не могут выбраться на место, которое больше им по статусу. Интер, Жулио Сезар в воротах. Дальше в обороне появился Матерацци, 23-й номер, Раноки 15-й рядом с ним. И на флангах Майкон, 13-й номер, Кристиан Киву. Ну, его тоже вы видели уже в привычном шлеме. На противоположном краю румын расположился. У него 26-й номер. Эстебан Камбьяса 19-й, Хусин Харджа 14-й и Хавьер Санетти 4-й. Это полузащита. Филиппо Каутиньо 29-й, Самуэль Этоо 9-й и Джанпаоло Пацини 7-й номер. Главный тренер Леонардо. Судей Банти я уже представил. Помогают ему Де Лука и Манганелли. 4-й рефери Чампи. Ваш комментатор Александр Шмурнов. Ну и пока настроение было благостным перед матчем. И старт без стыков, без взрывов, без агрессии. И потихонечку Фиорентина пытается, может быть, на правах команды в лучшем тонусе находящейся, забрать себе контроль над серединой поля. Уже не первый матч нет в составе Интера Уэсли Снейдера, и Каутиньо вряд ли способен до такой степени, даже если по позиции его заменит, оказаться адекватным голландцу в роли раздатчика. Киву. Этоо пока приходит на свою половину поля. Снова Кристиан Киву в одно касание Харджа и перехват.
Киву-то уступил в этом забеге, правда, ненадолго. 2-3 шага удалось выиграть Черчи. Ну а потом в момент, когда полузащитник Фиалок выполнял подачу, Киву успел в подкате перевести мяч за боковую. Но тем не менее, Фиорентина атакует. В одно касание к штрафной. Здесь не просочишься и можно пасовать вратарю. Далеко не все команды с удовольствием это делают. Может быть, есть в этом правда. Положение вне игры, причем на противоположном краю поля было. Еще в момент атаки Фиорентины. Попытки сделать передачу на Джилардино, я так понимаю. Ну да, вот Интер разыграл мяч и Матерацци. Не часто ему приходится выходить на поле в нынешнем сезоне. Зазевался Хусейн Харджа. Вообще игроку, который появляется через 3 на 4 на поле, нужно быть осмотрительнее и с большим зарядом выходить на матч. Каутиньо, пока он спрятался на фланге, скрытая передача. Легко разобрали до составляющей эту атаку Интера соперника. Это уже очень опасно. Пацини. Удар по воротам выше. Поторопился, на мой взгляд, немножко центр-форвард Интера. Но он действительно в роли центрального нападающего. Джанпаоло Пацини. Явное усиление зимнего трансферного окна для Интера. Он начал забивать сразу после того, как пришел, и очень многое уже сделал для команды. Начал играть и в национальной сборной. Но интересного сегодня, конечно, хоть переходил он и не из Фиорентины в Интер, но все-таки матч особый для Пацини, потому что он много лет провел в составе Фиалок. И, можно сказать, именно здесь стал профессиональным игроком, хотя забивать по-настоящему начал именно в Генуе. Д'Агостино был с мячом, но там до этого уже фол со стороны Каутиньо. Зафиксировал арбитр. Валон Бехрами очень давно в итальянской лиге играет. Швейцарец по паспорту. В Лацио он запомнился как фигура, вполне адекватная турниру. Но при этом сам Лацио был не великолепен. Потом уехал Бехрами в Англию. Но там, на мой взгляд, себя раскрыть не сумел. И вот во Флоренции вновь играет. Тоже в нынешнем сезоне, уже по ходу чемпионата он появился. И нельзя назвать этот сезон полноценным. Но как пришел, так в большинстве матчей все-таки оказывается на поле. Майкон. Спор за мяч. Варгас в судью играть не стал. Просто дождался решения арбитра. Ну, действительно, вот ноги бразильца мяч выкрутился за боковую. Бехрами. Черчи. Семенил долго и, казалось, способен этим напугать защитников Интера. Но те стояли, не дергаясь, и пройти правый крайний Фиорентина не сумел. Тем не менее, впечатление первых минут остается неизменным. Фиорентина с мячом. Мягкая передача направо. Снова Черчи. Вычерчивает пас. Штрафную. Удар в перекладину. Ну что ж, это голевой момент. Альберто Джилардино, лучший бомбардир Фиорентины в нынешнем сезоне. 11 мячей на его счету. Не густо, конечно, но для фиалок, которые забивают невесть как много, тоже не самый плохой результат. Никакого давления ни на Интер, ни на Фиорентину с точки зрения турнирной таблицы нет, но любое поражение, особенно если Интер почти не сегодня уступит, все равно
сильно раздражает и футболистов, команду в целом, тех людей, которые принимают определенные решения. Вот накануне интервью давал один из руководителей Пирелли с надеждой. Смотрит концерн на следующий сезон 11-12 годов. Оценка действиям Леонардо дается прилюдная. И все это, безусловно, зависит от каждого матча. Складывается впечатление потихонечку. Пусть уже в плюс, наверное, не сыграешь после поражения в дерби и соседнего практически разгрома домашнего от Шальке, который и стал причиной вылета из Лиги Чемпионов. Но не потерять последних крупиц доверия. Вот такую задачу ставить перед собой все люди в Интере должны. Потихоньку вперед идет команда. Каутиньо. Санетти. Снова Каутиньо. Ох, как он легко нанизал защитника на свой дриблинг. Пацини. Каутиньо. Пацини бьет. Перекладина. Ах, какой ответ Интера. Причем, если противоположный штрафной каркас ворота играл в одиночку за оборону, то здесь вместе с ним еще и Артур Боруц встал стеной. От руки поляка мяч летит в перекладину угловой. Такая тихая игра. И выводится невероятных размеров, габаритов черти в этом омуте. Подача Ранокья. Чуть было не забил, но лишь крохотное было касание, и Боруц вновь справился. Это еще один навес. Нет, не дотягивается Эстеван Камбьяса до мяча. И удар от ворот. Аплодисменты, они сдержаны настолько, насколько мало народу на стадионе. А в принципе, я думаю, все, кто пришел, все довольны началом этой игры. Каутиньо, Пацини, удар. Джилардино, Пацини по очереди центр-форварды атакуют. Не стоит забывать, что Интер играет по схеме 4-4-2, и мы в деле настоящем еще не видели Самуэля Этоо. Он как-то притаился слева, там вот он забрался на солнечную сторону поля, что логично, наверное, где потеплее. Это у Фиорентины один нападающий. Я все-таки ни в Черчи, ни в Варгаса не верю, как в истинных форвардов, хотя Газетта делла Спорт, например, рисует схему 4-3-3. Так что у Интера еще хватает потенциала. Ну а Пацини уже создал 2 голевых момента. Открываясь, принимая мяч в разных позициях, но уже в пределах штрафной в районе 11-метровой. Камбьяса пасует вперед. Это пас на фланг. Кристиан Киво набирает скорость. Подача в штрафную. И здесь нужно выбивать. Нет! Пацини удар! Не удалось на угловой мяч отправить, хотя замысел, по-моему, был именно таким у защитника. Иная мысль должна быть отметена как крамольная. Да, ничего не пытался сделать, не пытался никоим образом мяч остановить, попытаться как-то сыграть. И какой-то контроль над ним взять. Это Паскуаль был. Он просто не попал по мячу, и тут вывалился на Пацини. Майкон. Затеивает мощное движение вперед и сразу тем самым разгоняет бразилец свою команду. Правда, Камбьяса Валон Бехрами притормозил, и снова швейцарец атакует аргентинца. Это перевод направо. А вот это пойдет на правый фланг атаки. Теперь даже в роли разыгрывающего решил продолжить свои экзерсисы камерунец. Майкон. Харджа. Еще одна ошибка. Бросается на мяч и зарабатывает аут для Интера. Хусин Харджа. Еще одно приобретение последней из трансферных кампаний. Поначалу как-то сдержанно относились, просто без особого пиара. Игрок попал в Интер, хотя уже в итальянской серии А только провел перед этим 4 сезона. И вообще марокканец он только по паспорту. Дело в том, что родился он во Франции, а заиграл сразу в Италии. Не в серии А, в серии Б в клубе Тернано.
Ну, о руководстве Интера мы с вами, наверное, еще будем говорить подробно о том, что команду и клуб ждет в ближайшее время. Но Маратти удивительно, что в абсолютной пустоте своей ложи наблюдает за этим матчем. Не было нарушения правил, я здесь соглашусь с защитником Фиорентины. Это убирает мяч и тут же прилаживается к нырку. Не уверен, что не было никакого контакта. Может быть, Д'Агостино и задел ногу камерунца, но то, что он фалить не собирался, и то, что абсолютно искренне, хотя кто же поверит в жестикуляции итальянца, но искренне все-таки поднимал руки, это с этим я согласен. Штрафной, подача очень опасная, и на этот раз угловой будет. Опережает Эстебана Камбьяса защитник. По-моему, Паскуаль. Да, Паскуаль, кстати, высокорослый для игрока, который действует регулярно на фланге. Подача Каутиньо высокая, и долетит мяч до игрока Интера. Опять Раноки или кто там? Нет, Раноки ближе был. Это Марко Матерацци, другой центральный защитник. Весли Снейдер. О переходах Снейдера много сказано. Но Интер, в свою очередь, активно будоражит трансферное пространство и в другом направлении. Безусловно, очень интересно именно, как будет выглядеть Интер в межсезонье, как команда будет укрепляться, в каком порядке и что в результате получится. Проигрыш чемпионского титула — это важно. Удар в дальний угол. Вроде из позиции не самый откровенно опасный, но Джилардино бросил ястребиный свой взгляд на ворота и почти без замаха коротким движением послал мяч в дальний угол. Но Жюлио Сезар был спокоен. Оценка работы Леонардо. Ну, кстати, расскажу немножечко по ходу. Даже не столько об интервью, которое довелось почитать в «Газета делла Спорт», и в котором люди, отвечающие за жизнь Интера, давали эту оценку, сколько о комментариях читателей. Большинство все-таки, ну смотрим сейчас, Черчи, удар по воротам, Жюлио Сезар. Варгас. Слишком чудаковатая какая-то идея была в голове перуанца, и мяч у него отобрали. Так вот, большинство болельщиков Интера все-таки стоит на позиции, что Леонардо ничего толком не испортил, но и не прибавил команде. Nessuno di fare. Ну, в общем, ничего не делал он особенного. И никто в Интере после Бенитеса не смог пока вывести клуб из этого состояния. Даже не после Мауриньевского, а именно Бенитесовского. Вот таков лейтмотив. И нужен ли Леонардо или нужен... А читай под названием Леонардо, имеется в виду спокойствие и линия, которую клуб потихоньку налаживает. Или нужен специалист совсем из другой среды, который очередной рывок совершит. Но ведь Жозе Мауриньо на дороге не валяется. 20-я минута матча Интер-Фиорентина. Это 36-й тур. Параллельно много матчей играется, но и многие матчи показываем мы, канал НТВ+, так что о результатах я вам сообщать не стану. Есть люди, которые смотрят матчи по очереди, записывают, хотя сегодня
трудно себе представить, чтобы кто-нибудь, кроме истинных фанатов серии А и только серии А, поступил. Таким образом, слишком много привлекательных встреч в других турнирах, и не только футбольных. Ну, один лишь матч Россия-Чехия хоккейный чего стоит. Но настоящий болельщик время найдет. И в любом случае наша с вами задача смотреть одну отдельно взятую игру. Жюльо Сезар Реноке. Как глубоко играет Камбьяс. Обратите внимание, Интер придерживается нынче расстановки, похожей на Катеначо. Суть Катеначо в том, что к линии защитников всегда присоединяется опорный хавбек, закрывающий сзади разнообразное развитие атаки соперника. Сегодня весь мир играет Катеначо, потому что опорный полузащитник глубокий и не подающий признаков жизни на чужой половине поля. Это норма. Это бродит вокруг соперников, и отсюда уже может даже пробить. Это еще одна короткая передача и нарушение правил. Пацини уже видел, что Натали занес ногу и не успевал сыграть в мяч. Самостоятельно остановился. Надо сказать, что Натали в мяч-то не сыграл, но ведь и ЭТО совершенно спокойно мог избежать столкновения с защитником Фиорентины. Так что Самуэль заработал, что называется, штрафной для своей команды, а арбитр немножечко ситуацию переоценил. Ну и вообще составляющую фола в ней. Итак, 22-я минута закончилась. Ровно четверть первого тайма позади. Кристиан Киво. Отличный удар. В принципе, у него и с левой может закрутить мяч над стенкой. А если это то он будет бить мимо стенки в верхний угол. И вряд ли что-то кроме силы его и направления будет интересовать. Итак. Удар. Нет, ЭТО решил на технику пробить. Это он напрасно. Хотя, конечно, техники не лишен камерунец, но позиция в этом смысле, если вот такое расстояние считать удобным для удара поверх стенки, то скорее позиция была для Кристиана Киво. Фиорентина 2 победы одержала подряд. Перед разгромом Удинезе еще и на выезде фиалки взяли верх над Калери, но перед этим долго очень не выигрывали и опустились совсем в середину таблицы. В общем, в последних турах вряд ли Фиорентина будет за что-то реально бороться. Только за собственное реноме, и каждый футболист, в свою очередь, тоже. Кто-то за контракт, кто-то за ангажемент. С Болоньей дома и с Брешей на выезде предстоит фиалкам играть. Надо полагать, что оба матча с соперниками почти что бесстрастными проведет Фиорентина. Болонья, скорее всего, не вылетает. Брешия, скорее всего, не спасется. Впрочем, это зависит от того, как сыграют сегодня и те, и другие. Ну а что касается Интера, то ему заканчивать турнир очень, не только турнир, сезон очень сложной серии. Это матч с Ромой на кубок. Финал 11 мая. Затем поездка в Неаполь, где, возможно, команды будут разыгрывать второе место. Не более чем престиж, тем не менее. Игра дома с Катанией в последнем туре. Это рывок, уходит от защитников, а прострел не успеет выполнить. Продолжает раскачивать он Гамберини. Пас в центр, Пацини. Удар и гол! Пацини 1-0. Ну как же блестяще он разбирается с защитниками. Джанпаоло Пацини великолепен в этом эпизоде. Казалось, ЭТО делает передачу в ту зону, из которой не то что забить нельзя, а развить атаку дальше
маловероятно. Но свой 9-й мяч за Интер забивает Пацини и 15-й в нынешнем сезоне. Здорово, здорово. Оба нападающих сыграли. ЭТО как ассистент. Ясно, что при ЭТО Каутиньо вряд ли может стать диспетчером. Ему никто управление в руки не дает. Он мяча практически не видит. А ЭТО, понимая, что как раз это он умеет, с удовольствием отдал центральную зону Пацини. И вот теперь записал на свой счет голевую передачу. И Интер повел. Сам ЭТО, я думаю, не прочь забить был бы. Безусловно, потому что вряд ли он выиграет список снайперов. Но 20 мячей уже на его счету. Это гроссмейстерский результат для серии А. И можно попытаться поддержать свое бомбардирское реноме в последних турах. Каутиньо упал самостоятельно, по мнению арбитра. Кстати, лишь больше 20 мячей лишь 3 раза забивал в своей карьере Сэмюэль Этоо. А карьера у него славная. И полноценных сезонов он провел уже 10. Это 11-й. В общем, разумеется, Этоо тоже рвется забивать. Но сегодня он хорош пока в подыгрыше. Желтая карточка Лоренцо де Сильвестри. Игра рукой. Может быть, невольная, но уже давно во всем мире, начиная как раз с Италии, подобные нарушения признаны откровенными и заслуживающими наказания. Де Сильвестри третье предупреждение в чемпионате. Штрафной. Мы видели, как это может быть опасно. Были удары центральных защитников. И это удар и гол! И 2-0. И забивает Эстебан Камбьяса. Тоже своего рода защитник. Но этот человек головой играет блестяще. Ну что ж, настроение улучшилось на Сан-Сиро. Целый день они могли грустить. Хотя что им до Милана было ясно уже давно, после поражения в дерби, что Милан чемпионом станет. И сам факт уже никого особенно в стане Интера не интересовал. Ну а здесь команда бьется, борется. Команда, кстати, своими руками Милану чемпионство не отдала, вырвав победу в прошлом туре у Чезена. И теперь, вот, смотрите, ведет 2-0 на старте, можно сказать, матча с Фиорентиной. Камбьяса, блистательно взмыв над штрафной, забивает, кстати, свой 7-й мяч. 7-й мяч в сезоне. И вы знаете, это лучший результат Камбьясо в Европе за... Сколько он? 2 чемпионата за Реал провел. И потом вот это 6-й полноценный сезон в Интере. Никогда еще 7 голов не забивал. А в карьере единственный раз больше забил в сезоне 2001-2002 годов. Тогда он играл за Ривер Плейт. И забил 12 мячей в 35 матчах. Ну, молодец. Камбьясо действительно сезон опытный, 30-летний полузащитник проводит на высочайшем уровне. Были метания, разные тренеры, в конце концов, в нынешнем году, в нынешнем сезоне у Интера. А Камбьясо практически все время на поле. Еще очень любопытная статистика, коль скоро я в его страничку заглянул. Эстебан Камбьясо при его-то роли опорного хавбека ни одного предупреждения даже, не говоря уже о желтых карточках, в нынешнем сезоне не получил. Красных, я имею в виду. Не получил. Ни желтых, ни красных. Харджа проскочил мимо мяча. Ну а Фиорентине пора уже начинать. Свои 2 она пропустила.
Постоянно 2 мяча команда пропускала в последнее время. Были результаты 2-2 и даже победа над Удинезе оказалась приправленной 2 пропущенными мячами. Но при этом забивать фиалки умеют. Они сегодня первыми момент голевой создали. Но затем дуплетом выстрелил Интер. Камбьяса. Этоо. По-прежнему он диспетчерствует на левом фланге. По-моему, был удар по ногам, но Майкон получает передачу от Каутиньо и на скорости продолжает атаку. И тут уже... Это нога, это у кого надо нога. Приходится игру останавливать, потому что уже в живых в этой атаке никого не осталось. Майкон назад. Хавьер Санетти. Камбьяса. Матерацци и Андреа Ранокки. Смотрите, как интересно, когда латерали идут вперед, 2 центральных опорных полузащитника, как минимум Камбьяса, а то и Санетти тоже занимают их позиции. И линия, опять же, оказывается линией обороны из 4 человек. Ну, вот Камбьяса тоже пошел вперед, потому что атаковать-то вообще никто не собирается. Ах, ошибся Самуэль Этоо. Ну и за боковой будут бросать хозяева. Что-то никак Фиорентина в себя не придет после двуствольного успеха Интера. Хитрющий пас придумал Санетти. Но такой пас хорош, когда ты мяч забрасываешь в чужую штрафную. А когда это неподалеку от центрального круга, толку мало. Снова Хавьер Санетти. Другой аргентинец с мячом. Камбьясо, Майкон. Каутиньо. Здорово он разбирает с защитниками порой. Харджа не смог открыться в центре. А Пацини оказался у него за спиной. И здесь отвоевал мяч. Киву пока навешивать не на кого. А вот здесь не очень понятное решение румына. Бехрами, Монтоливо. Ну, наконец-то что-то у Фиорентины получается. Хотя бы мяч не отдать мгновенно сопернику. На 2-0. Вот и широкая комбинация. Бехрами, перевод. Это в центр передача на Джилардино. И Жулио Сезар аккуратненько выбивает мяч. И снова Фиорентина забирает мяч себе. Такое ощущение, что Интер согласен на некоторое расслабление, передышку. А значит, Фиорентине нужно попытаться использовать именно этот момент. 35-я минута. Пошли уже защитники вперед. Паскуаль. И вот с какой легкостью уже переквалифицировавшийся в защитника Самуэль Этоо отбирает мяч. Это все подчеркивает заинтересованность игроков Интера в исходе матча, в исходе эпизода. Отрабатывают Этоо и
получает в результате по ногам. Камбьяс, Харджа. Перестала быть пронзительная игра, но перед этим 15 минут были просто завораживающими. Виновата Фиорентина, на мой взгляд. Пропустили первый, не успели голову поднять, а после второго, по-моему, совсем разуверились. В успешности предприятия не знаю. Не рановато ли Интеру забить пару мячей. Особенно учитывая, что Матерацци сегодня в стартовом составе. Я думаю, нужно попробовать. Матерацци хорошая передача, ему никто не мешает. Есть адресат, там почему-то Кристиан Кио вдруг оказался. Хороший был перевод. Каутини очень быстр и техничен тоже. Но на пару шагов все-таки его опережал изначально защитник. Если бы Каутини мяч получил, даже учитывая, что Паскуаль там имел страховку, все равно это было бы очень и очень опасно. Ну а теперь Варгас зарабатывает штрафной. Санетти все сделал, чтобы Варгас его не перепрыгнул и вообще никак не прошел. И руку вытянул. Красиво. И удар по ногам, да. И теперь момент у Фиорентины. 38-я минута. Бьющих здесь хватает. Джиlardino воспользовался одним из главных свойств Марко Матерацци. Тот играет по мячу и смотрит очень внимательно в него, но при этом как косой косит и встречных поперечных. Два поколения защитников Интера. Матерацци и Ранocchi. Вот и думаешь, нужно, чтобы свой опыт Матерацци передавал Ранocchi? Или хотелось бы без этого опыта оставить юную душу Нерадзури? Монталиво готовится к удару. По-моему, он главный претендент. А нет. Бьет Д'Агостино. Д'Агостино как раз сделал дубль в предыдущем матче. Варгас и еще два мяча Черчи. Вот он, правый крайний. Затеял очень неплохую игру поначалу, но потом ушел в тень. Ну, а здесь положение вне игры, по-моему, при ответном отскоке. Или просто удар от ворот. Да, Жюлио Сезар... Да, не было никакого офсайда, потому что ни здесь, ни в предыдущем эпизоде, потому что Санетти стоял ближе к воротам. Ну, а здесь еще и пас назад. Серьезно Интер отдал инициативу. Смотрите и территорию. В основном команда оказывается прижатой к своей штрафной. Бехрами. Харджи мяч отобрал. И плохой пас на Варгаса. Теперь удар от ворот. 5 минут до перерыва. 2-0 Интер выигрывает. Очень быстро.
в течение 5 минут разгромили оборону соперника. Миланцы сначала Пацини, после передачи Этоо. С разворота отправил мяч в дальний угол. Ну а потом навес фланга, и тоже, по-моему, Этоо его выполнял. И Эстебан Камбьяса переправил мяч в ворота. Даже не 5, а 3 минуты прошло формально между этими голами. 25 и 28. В протоколе сейчас 41-я. Черчи с мячом. Монтоливо. Ну, здесь Матерацци встал стеной на пути мяча. Нет, не хватает темпа для того, чтобы переигрывать в подобных эпизодах выстроенную, организованную и, в общем, пока не дающую системных сбоев оборону Интера. Вне игры. Вне игры. Интересно, что в оборону Интера настолько не верят все в ее надежность, что вот сейчас ставки на победу принимаются из расчета на довольно крупный коэффициент 1,83. То, что выиграет Фиорентина, уже практически невероятно. Коэффициент 42. Ну, согласитесь, 1,83 это серьезно. Перед матчем, по-моему, было что-то вроде 1,6, 1,65. Уже 2-0 Интер ведет, но все думают, ну это Интер, он еще пропустит обязательно. Я имею в виду букмекеров. Это Коутиньо поскользнулся, видит только до зуб не имет. Вот так хотелось по этому мячу ударить, но он летел мимо. Джилардино, пас в одно касание. Варгас и Майкан. Монтоливо. Там Черчи забыли футболиста Интера. Это здорово. Джилардино вне игры. Здорово, если говорить о передаче, которую плотно, аккуратненько вложил. Не вспомнил. Смотрите, вот здесь. Ах, по-моему, и не было офсайда. В всяком случае, можно было и не судить. Пас роскошный. По-моему, Д'Агостино его сделал. Вложил мяч точно в ногу. Правда, там хороший Жулио Сезар. Ну, а и совсем не здорово сыграли защитники Интера. Филиппо Коутиньо в нынешнем сезоне 18-летний бразилец, прошу прощения, сыграл 748 минут. Не знаю, почему. Наверное, потому что есть Моуриньо, и поэтому Коутиньо отпечатывается как португальская фамилия. Так вот, бразилец сыграл, вы видели, уже 740 с чем-то там минут. Но это меньше 10 матчей. На самом деле он выходил в стартовом составе на поле 7 раз. Это 8. Для 18 лет уже неплохо. Майкан. Передача. Не мог уже затылком, изгибаясь, что-то сделать Пацини. А это пас на Майкана. Тот бьет. Ногами в противоход, метнувшись. Все же отбивает мяч. Так иногда вратари отражают пенальти. Артур Боруц. Ну, он не виноват в том, что залетело сегодня в его ворота. Пацини бил с 7 метров. Его не удержали. Камбьяса с 5 под перекладину. Тем паче не вратарский гол. Это последняя минута первого тайма.
Майкон. На уле уже Интер играет. Ну, действительно, все ладится. Но у команды именно так и создается нормальное настроение рабочее перед стартом очередного сезона или на финише этого. На пляж хоть позагорать можно будет. Коутиньо за счет партнера сыграл угловой. Похоже, да. Минуту добавляет арбитр. Значит, с этого стандарта Интер может еще и создать острый момент. Вот смотрите, чем Коутиньо отличается от Пацини, да? Тот в такой эпизоде, в такой ситуации забил. Подача. Что, мяч за пределы поля вылетел? Уже после удара. Пора отправлять команды на перерыв арбитру, потому что ничего уже в первом тайме не произойдет. Я подозреваю, что ничего особенного не произойдет и во втором, но это серьезный вопрос к Синише Михайловичу и его команде. Джанпаоло Пацини, Эстебан Камбьяса забили в первом тайме. Интер уверенно переигрывает Фиорентину. Перерыв. Два с половиной тура до конца итальянского чемпионата. 36-й свой матч проводит Интер и Фиорентина. 2-0 Интер выигрывает к перерыву. Ну и ясно, что шансов у фиалок поправить дела немного. Они с удрученными лицами на поле возвращались вот сейчас. И что-то не видно заряда запала с первых же минут. Хотя команда лихая, команда играющая. Мало ли что еще она в рукаве припасла. Но у Интера настроение гораздо лучше. Джанпаоло Пацини забил. Играл он с Монталиво вместе, да. Знакомы, конечно, общаются. Забил отличный мяч после передачи Самуэля Этоо, которого можно назвать героем первого тайма. 2 голевых паса на счету камерунца. Ну и вообще игра давалась на Радзури. Напомню составы. В воротах Жулиус Сезар, в обороне 23-й Матерацци и 15-й Ранокья в центре. По флангам 13-й Майкон справа и слева 26-й номер Киву. В полузащите Камбьяса 19-й. Он забил второй мяч в этом матче после навеса с фланга в исполнении Этоо. Рядом с Камбьяса играет Санетти, Хавьер Санетти 4-й номер. И Хусин Харджа 14-й. Филиппо Коутиньо пытается дублировать Весли Снейдера, но в основном все-таки дирижирует игрой не он, а Самуэль Этоо. 9-й номер на футболке Этоо, 29-й Коутиньо и 7-й центр форварда Джанпаоло Пацини. Главный тренер Леонардо. Состав Фиорентины: в воротах Артур Боруц, 84-й номер на свитере. Оборона: на одном фланге играет Паскуаль, 23-й, на другом Де Сильвестри, 29-й. И он получил желтую карточку. Единственным был в первом тайме предупрежденным игроком. Центральные защитники: 5-й Гамберини и 14-й Натали. Дальше хавбеки. Ну и вот Черчи, скидка назад, удар по воротам. Совсем не опасно. Фиорентина лишь обозначила наступление. 21-й Д'Агостино, 18-й Монталиво, 85-й Бехрами. Это 3 игрока средней линии. И ближе к нападению справа 24-й Черчи. 6-й слева Варгас. И в центре форвард 11-й Джилардино. Синиша Михайлович, главный тренер. Арбитр Банти. Ваш комментатор Александр Шмурнов. Харджа. Нельзя сказать, чтобы у Интера был состав не основным, но многим игрокам, которые нуждаются в практике, шанс дает сегодня Леонардо. Пацини с мячом. Подключает Коутиньо. Или, может быть, это был неловкий пас на Майкона.
Бразилец, младший из бразильцев в штрафной. Передача более опытному. Удар по воротам. И Камбьяса мог сделать дубль. И так, в общем, неплохо все для него. Кстати, интересно, что Лука Банти, арбитр, вот я заглянул в его статистику, очень яркие матчи обслуживал. В последнее время обязательно было много забитых мячей. Ну, судите сами. Весь апрель и 1 мая также не более 3 забитых мячей, а то и 4-3, как Наполи, Лацио, Бенфика, ПСВ. Он был 4-м, правда, резервным арбитром. Тем не менее, при нем счет 4-1. Ну и дальше. Лечче Калери 3-3. Парма Палермо 3-1. Там он тоже был резервным. И Палермо Наполи 2-1. И вот сейчас он обслуживает матч Интер Фиорентина. И к 48-й минуте, мало того, что счет 2-0, и уже моменты во втором тайме. Мы видели проход Хавьера Санетти. Толкал его соперник. Судья на это внимание не обратил. И фиалки бросают из-за боковых. Снова Фиорентина, и снова как-то слишком академично атакует команда. Передача на Джилардино, тот один в штрафной. Впрочем, это уже может быть опасно. Примерно так же, как было у Паццини. И Матерацци закрывает удар, по-моему, Рикардо Монтоливо. Закрывает очень жестоко. Прищемил буквально своим блоком, как палец дверью, эту атаку. Да вы знаете, это нарушение правил, это пенальти. По-хорошему, в мяч-то не сыграл Матерацци, он играл непосредственно в игрока. Что-то сегодня благодушно ведет себя арбитр. Другое дело, что Монтоливо по мячу-то не попал. И в том, что он потерял равновесие, вина была не только Матерацци, но и самого капитана Фиалы. В общем, эпизод неоднозначный. Ну а то, что Матерацци машет ногами как косой вокруг себя, да чаще всего с закрытыми глазами, это уже давний неоспоримый факт. Паццини выудил мяч, но судья не позволил продолжить атаку. По-моему, замены уже готовятся. Там активно разминаются футболисты пока Фиорентины. Раз уж о заменах речь зашла, давайте резервы я вам представлю. Ну, у Интера сегодня Диего Милито, Лусио Вальтер Самуэль, Горан Пандев, Чуквума Оби и Фараони, а также Кастелаци. Хорошая фамилия Фараони. И снова мяч штрафной Интера. И снова кажется, что опасно, но это скорее призрак остроты. Льяич Крулдруп у Фиорентины. Муту, Комота, Маркьоне, Сантана, ну и голкипер Фрей, который, кстати, в перерыве очень активно участвовал в разминке. В квадрат играл вполне себе технично. Каутиньо чуть назад. Хавьер Санетти. Вообще очень мало итальянцев в составе Интера. На то он и международная команда. Но вот в этом матче центр обороны составлен из итальянских футболистов. Зачем? Зачем вот так агрессивно пошел Киву в подкат? И сам нарвался на Валона Бехрами. Честно говоря, нарушения со стороны Бехрами здесь не было. Он просто врезался в Киву. Он совершенно не виноват. Виноват скорее защитник Интера. И боюсь, что с голеностопом у него проблемы. Заморозка. Да, нога очень жестко вошла в ногу соперника. Но, подчеркну, Валон Бехрами, хотя и считается жестким, даже жестоким игроком, он в этой ситуации абсолютно ни при чем. Он пытался сыграть в мяч и просто продолжить свой бег, смотрите. И врезался в ногу, но он не хотел никак травмировать Кристиана Киву. Получилось, так получилось, наступил сверху, да. Но первым агрессию в эпизоде все-таки
именно Киеву. Да, вот и показывает Бехрами, что это его мнение, что он ничего не делал, а соперник прыгал ногами вперед. Даже извиняться не стал. Может быть, это и неправильно. Если Кристиану нужна замена, его сейчас зовут со скамейки. Да, Леонардо окликнул еще раз. Покажи, дескать. Надо меняться. Похоже, Киеву все-таки продолжит игру. А Бехрами как был новенький, так и остался. И даже пошел в атаку. Но финт он зря. Этот затеял. Мяч, тем не менее, остается у Фиорентины. Матерацци в своем репертуаре. Скидка в центр. Неплохо. Разворот. Голевой момент. И Альберто Джиlardino. А вот пробил бы так же, как Пацини с разворота. Но он правша, мяч был под левой. В другую сторону разворачиваться уже не успевал. И, кстати, здорово играет и Бехрами, и Монталиво. Он ассистирует партнеру. Ну, а Джиlardino упускает свой шанс. Монталиво. Майкону казалось, что рикошетом от ноги соперника мяч ушел. Может быть, и Монталиво с этим согласен, но он не хочет это подсказывать судье. Пусть разбираются сами. Если момент был по-настоящему важным, там, пенальти несправедливо назначенный, можно было бы отказаться от того, что тебе не принадлежит, и снискать славу абсолютно честного игрока. Хотя в спорте это ведь история гладиаторская, это битва. Партнеры вряд ли будут приветствовать подобное. Хотя по-человечески, конечно, такие примеры всегда очень приятны. Ну а когда мелочь должна оставаться мелочью. Хорошую передачу затеял малыш Каутиньо, но пас не прошел. Все-таки, хотя Фиорентина выглядит расслабленной, уж не такой точно мотивированный, как во встрече с Удинезе, все равно люди играют грамотно в обороне, по большей части. Смотрите, как старается Валон Бехрами и в нападении, и в обороне. И в конце концов, Харль его роняет на газон. Вечно удивленная физиономия. А у Бехрами вечно хищнический оскал. Даже когда он сам с мячом, такое ощущение, что он кого-то готов по ногам сейчас огреть. Адриан Муто вместо Гаэтано Д'Агостино появляется на поле. Не было игры рукой. Но в Италии приходится оправдываться, даже если игры рукой не было, но кому-то это могло показаться. Киеву уже на поле, уже он, будем надеяться, в полном порядке, иначе попросил бы замену. Не та цена матча, чтобы играть из последних сил на уколах, на заморозке. Ошибка Каутиньо. Пас вперед, и это очень хороший момент, 3-3. Черчи. Надо пройти Матерацци и бить поворотом. Удар.
Но все прекрасно видел и, главное, ждал Жулио Сезар. Иной удар мог бы и достигнуть цели, но Черчи не Арjen Robben. Ах, какая передача! Разрезающая оборону. Пас на третьего, что называется. Просматривалось вроде бы развитие атаки справа, а тут еще и Пацини. Но все слишком широко. Пацини действительно в офсайде. Это уходит, и вместо него Горан Пандев, который, безусловно, способен сыграть в роли флангового нападающего. Правда, я сомневаюсь в том, что Пандев хороший разыгрывающий. Но, наконец-то, уже Каутиньо-то получит свой шанс как следует подержать мяч. Пока что Харджа его держит. Раноки. Ранокию я как-то не успел похвалить за очень красивый финт, с помощью которого он выбрался из обороны. Но, правда, защитников хвалят не за это, как правило. Ну вот Каутиньо. Майкон. Пора освобождаться от мяча уже. И за боковой бросают Нерадзури. Пандев. Отлично. Киву в касание. Как налетел на него игрок. Сначала показалось, что это Валон Бехрами. Но вот он чуть ближе к атаке. Антальева подкат, Харджи и Пандев. Пандев, кстати, начал тоже очень глубоко. Видимо, приняв как должное то, что он меняет Самуэля Этоо, и заняв его позицию. Но Интер контролирует игру, безусловно, хотя в начале второго тайма Фиорентина создала несколько лихих эпизодов. Сейчас все для Интера успокоилось. Киеву, у кого вне игры? Неужели? На самом деле так высоко порой поднимаются линии оборонительные в Италии, что и в 35, и в 40 метрах от ворот офсайд, причем сработанный чисто соперником. Обычная вещь. А вот атака. Джилардино, удар в дальний угол. Это Муту все-таки было, не Джилардино. Я смотрю, Джилардино-то оказался там неподалеку от вратаря. Да, не стоит забывать о том, что вышел Муту, а значит, два чистых нападающих теперь у Фиорентины. Меняется структура игры. И Интеру нужно осмотрительнее перед своей штрафной действовать. Здорово. Каутиньо, перевод. Киву. Не подобрал ногу, по-моему, Кристиан. Но, собственно, как он еще мог пробить? Правый вряд ли. Но получился очень красивый навес. По-моему, расчетливый. Мяч после удара Кристиана Киву, которому здоровье и успеха сегодня хочется пожелать после тяжелейшего стыка с Валоном Бехрами. Мяч попадает в боковую часть сетки. 2-0 по-прежнему Интер впереди. Хорошая легкая игра пошла. Да-да-да, это пас именно на Кристиана Киву. Понятно, что Пацини здорово играет головой. И если бы был заброс в точку, куда он летел вместе с Паскуалем, там, не сомневаюсь, или скорее не Паскуалем, а Де Лоренцо,
Все-таки другой фланг. Так вот, не сомневаюсь, Пацини мог быть опасен. Но я верю в интеллектуальный ход Филиппа Каутиньо. Майкон. Пандев. Харджа. Харджа тоже вполне техничный игрок, хотя он и опорный, и приобретен именно для того, чтобы эту зону закрывать. Но мы видели в этом сезоне, когда он стал чаще появляться на авансцене, все-таки переход в Интер сразу открывает какие-то новые грани. Видели, что он умеет и созидать. Правда, немножко стесняется. Балон Бехрами. Хороший разгон. Черчи. Ну и что, угловой и угловой. Конечно, в итерации Раноки хозяева своей вратарской, но бьющие с второго этажа есть и у Фиорентины. Подача невысокая, мяч с легкостью хозяева выбивают. Удар от ворот. Удар от ворот. Но Михайлович большего хочет от своей команды, очевидно. Пантев забрасывает Майкона на фланг, как десантника. Тот играет в центр. Майкон штрафной. Удар от ворот будет и на этот раз. По-моему, в последнюю секунду случился контакт. Да, вот смотрите. Неспроста мяч полетел именно туда. Закрыл, помог центральным защитникам. Закрыл проход Майкона Рикардо Монталиво. Прекрасную скорость. Де Сильвестри набрал. Снова Пандев. Обосновался он на правом фланге. Этоо начинал свои комбинации с противоположного края, но суть, по-моему, та же самая. Пацини даже уже в глубине поля. Но, наконец, Интер как-то раскрыл диафрагму своей атаки и тут же мяч потерял. Черчи. Но очень поздно начинает Фиорентина атаку. В этот момент здесь слишком много соперников. Сейчас хоккейный получился прием. Позволил прокатиться сопернику мимо игрок Интера. И остался на свободном пространстве с мячом. Санетти. Вынужден идти назад. Теснит его Варгас. Отбирает мяч. И вот это уже неприятно для Интера. Раноки не стоит здесь высовываться, да. И в руку мяч ему не мог попасть. И на контакт он не шел. Вот это называется грамотное, абсолютно грамотные действия
в защите. Раноки вырос очень сильно. Каутиньо обработал мяч после очень неудобной передачи. Входит в штрафную бразилец. Маловат. По штрафную. Ой-ой-ой, Матерацци. Здесь не было, конечно, паса назад. Запросто мог мяч в свои ворота послать. Расплюнуть для него. Каутиньо. Ну, оригинально, по-моему, он даже не видел адресата. Он понимал, что вот так, покатив мяч, он может удивить защитников. Всего-навсего. Дальний удар никудышный. Ровно половина второго тайма позади. Камбьясо. Харджа. Интер продолжает игру контролировать, но сегодняшняя встреча никоим образом не разрушает стереотипы о том, что Интер команда ненадежная в обороне в нынешнем сезоне. И что-то надо менять. Ранокья — человек, который нуждается в партнере адекватном. К сожалению, ни Вальтер Самуэль, ни Лусио, ни тем более Матерацци уже не так глыбоподобные, как были каждый в свое время. А Ранокьо нужен партнер, рядом с которым он будет прогрессировать, но при этом будет поменьше получать отрицательных эмоций. От провалов, пропущенных мячей и так далее. Даже в сегодняшнем матче это очевидно. Но пока Пандев, Харджа за мяч не зацепился. Каутиньо. Подаваться Киеву. Ну, тут уже Бехрами должен. Он хоть какое-то наказание получить. Нет. Милости просим. Ну, на мой взгляд, Бехрами в мяч не играл. Смотрите. Когда Самуэль Этоо в первом тайме вот так врезался в соперника, был назначен штрафной. Я не знаю. Может быть, судья рассудил так, что Киеву пробросил неаккуратно, понимая, что атаку продолжить не в состоянии. Он врезался в Бехрами и поэтому дал удар от ворот. Ну, разве что. Черчи покинул поле. Марио Сантана вместо него. Если у Интера подавляющее количество легионеров в составе, то Фиорентина, конечно, гораздо более итальянская команда. Но вот еще один игрок из Южной Америки, аргентинец Марио Сантана. Уже очень опытный, 29-летний. Валон Бехрами с мячом. Вообще можно и пенальти давать. Но, с другой стороны, так страдает сегодня от Валона Бехрами и Кристиан Киеву, что за крохотный фол против швейцарца, наверное, румына наказывать не нужно. Даже если он был. Снова Бехрами. Очень грамотно играет Джулио Сезар. Атака продолжается, и мяч летит через голову. После удара Адриана Мута. Муту, конечно же, не мог здесь ничего выцеливать. Он просто дотягивался до мяча, еще и в сопротивлении, но все равно получилось опасно.
Повтор эпизода с Киеву и Бехрами. Там еще Каутини был. Ну и, наконец, Кристиан Киеву покидает поле. И устал, и побит был неоднократно. Ну а Жоэлю Оби с длинной приставкой в фамилии. Самое время сейчас в этом матче себя показать. Итальянцы, нигерийцы читают как Оби. Чуквума Оби. Жоэль Чуквума Оби. Далеко не дебют. В прошлом сезоне, кстати, уже был на контракте. Дебютировал в нынешнем. И дебютировал в очень непростом матче против Ювентуса. Ну, правда, на замену вышел, разумеется, в первом матче в стартовом составе. Не сыграешь. Играл он и против Фиорентины, что интересно. Играл против Фиорентины в первом круге. Это было в феврале. Тогда Интер выиграл 2-1. Ну, тоже как играл. Вышел вместо Станковича на 89-й минуте. Ну, тогда Интер, благодаря голу Паццини, спаса ЭТО, ничего нового, вырвал победу. Монтолива прямо в ближайшего соперника бьет, в Паццини. Гол Паццини сейчас оказывается победным пока. Но в запасе у Интера еще и гол Камбьясо. Оба мяча забиты в первом тайме. Сантана. Отличная передача в штрафную. И 2-1. Ну что ж, Альберто Джилардино. 12-й гол в сезоне. Фиорентина еще не проиграла. А слабость обороны Интера в очередной раз оказалась абсолютно очевидной. Здесь ошибается Матерацци. Нет из-за него положения вне игры. Ну а кому еще ошибаться? Сантана. Великолепный пас. Ну и Джилардино наконец-то свой шанс использует. Причем обработал мяч он потрясающе. Коленом и не опуская на землю пробил мимо вратаря. 2-1. Играть четверть часа, даже больше. Интер сразу пошел в атаку. Штрафной. Правда, могло быть гораздо лучше, если бы короткая точная передача прошла там уже вблизи ворот. Ну а так, после фола против Камбьясо с 23 метров шанс пробить по воротам у кого-то из игроков Интера. Немного нарушений правил. Каутиньо и Харджа. Примерно таким же был выбор, когда еще один подобный эпизод в первом тайме мы видели. Тогда, правда, на поле был Самюэль Этоо. Лусио появился вместо Марко Матерацци. Ну, логика в этом есть. Отдавать очки не хочет Интер. Удар и гол. Филиппе Каутиньо. Кому там бросился Боруц? Наверное, к защитникам. Монтоливо, который не смог по-настоящему организовать стенку.
Ну что ж, первый гол. Бразильца. И 3-1 теперь, наверное, порыв Фиорентины, можно сказать, потушен. Снова отыграться с -2 будет крайне сложно. И важный момент в жизни Каутиньо, потому что это не какой-нибудь там гол, когда команда ведет 3-0 или наоборот 0-3 проигрывает. А такое с Интером тоже случается. Это гол в тот момент, когда исход матча перестал быть очевидным. Ну и сам по себе гол. Пока их на счету малыша из Бразилии очень-очень немного в карьере. Я напомню, что помимо финиша чемпионата у Интера еще борьба за выход в финал Кубка Италии с Ромой, матч 11 числа. Ну и, возможно, сам финал. Первый матч Интер выиграл 1-0, но там все очень непредсказуемо. И в другом полуфинале, где Милан и Палермо сыграли 2-2. Удар. Уже штрафной неподалеку от ворот Джулио Сезара. Монталиво разворачивается и бьет совершенно непонятно куда. Ну что ж, Филиппо Каутиньо в своей карьере забил лишь 5-й мяч. Первый гол за Интер. 4 гола у него было в 2010 году в составе Васко да Гама, где он тоже выходил по большей части на замену. Но вот уже в 17 лет дебютировал в большом клубе и, надо сказать, с очень серьезными задатками парень. Легкий, уверенный в себе. Ну, он мне чем-то напоминает Робиньо, но при этом, мне кажется, Каутиньо чуть более грамотен в эпизодах и чаще делится мячом, в том числе, с партнерами. С другой стороны, все-таки Робиньо нападающий. Каутиньо изначально заявлен как полузащитник и, наверное, в атаке совсем уж на острие делать ему нечего с его габаритами. Передача в центр. Оби. Дальше пас. Дальше можно было сделать передачу. Но почему же пожадничал нигериец? Ну и тут же ответ Адриано Мута, которого нагоняет Лусио. Джилардино тормозит. Пас, удар. Хорошая атака. Еще момент. Это уже Камбьяссо помогает своему вратарю. Ну что ж, футбол получился во втором тайме, особенно после гола Фиорентины, ярким, я не скажу содержательным, потому что у содержательного футбола есть еще и другие критерии. Комота появляется вместо Паскуаля. Нужно на фланге помочь. Прозевали мяч футболисты Фиорентины. Знаете, штрафной должен быть в сторону ворот гостей назначен. Был удар по ногам. Ну а здесь Джилардино вовремя притормозил. У Муту остался только один шанс пробить сходу с налета шведкой. Что он и сделал. Почти мысочком. Харджа. Лусио.
Заработал небольшую порцию аплодисментов Пандев. Но это уже не самый точный пас на Майкона. Последняя 10-минутка, наверняка будет она изобиловать еще и голевыми моментами. Команды играют с легкостью друг против друга. Правда, по-моему, у фиалок вновь безнадежность поселяется. Но в составе Интера много дублеров, им хочется забить. В конце концов, и у Фиорентины есть игроки, которым явно не хватает успеха. Прежде всего, это Адриан Муту, конечно. Вообще в жизни. Забавная опечатка на онлайне Газета делла Спорт. Написано, что Каутиньо отличился с пенальти. Настолько легко он забил этот мяч со штрафного, что действительно очень похоже было на пенальти. Понять природу этой ошибки можно. Бехрами не смог выловить мяч, но неудобно ткнул прямо в ногу ему партнер с короткого расстояния. Напомню, что Интер опережает Наполи на 1 очко. Ну и в случае победы, во-первых, гарантирует себе окончательно уже место в зоне Лиги Чемпионов. 2 тура только остается. Кто бы там не выиграл в параллельных матчах, Интер уже не упустит как минимум 3-го места. Ну а во-вторых, все-таки и вице-чемпионом Интер, скорее всего, станет, если будет набирать исправно очки. Тут многое может решить матч с Наполи очно. Камбьясо. Каутиньо. Там звоночек раздался. Это бывает, когда предстоит некое объявление по стадиону или когда на другом стадионе забивают. Но суть потому, что заговорил информатор, никто в других матчах не отличается. Тем более, я вам обещал не рассказывать никаких результатов. Все можно на наших каналах посмотреть. Очень многие матчи и параллельно, и последовательно. Леонардо заявил на прошлой неделе, что хотел бы продолжить работу. Но многое, конечно, зависит не от него, а от более высокого руководства. Маленький рикошетик, мяч летит во вратарскую. Там Жулио Сезар спокойно его забирает. Действительно оживил игру Фиорентина выход Марио Сантаны. И голевой пас на его счету. Еще несколько эпизодов заметных. И все-таки, по большому счету, запас Интера оказался мощнее. Мне бы хотелось дальше пройти со своей командой, с этой командой, с которой я уже сроднился, так сказал Леонардо.
Раноке. На газоне еще одна маленькая пауза. И мяч возвращают футболисты Фиорентины Жулио Сезару. Да, похоже, моментов уже не будет. Выдал я желаемое за действительное. Увы. Увы. Флорентийцы смирились с поражением. Ну, а Интер держит мяч спокойно. На своей половине поля. Тут еще и шнуруют бутсы соперники. Да, так, конечно. Если только не помогут защитники. Пас и Жулио Сезар. Да, конечно, далеко не уйдешь. Вроде бы с таким отношением к делу. Но взорвали сами Нерадзури ситуацию. По-моему, Лусио подарил мяч. Оби. Угловой. Ну что ж. Отлично для эпизода. Вот Лусио. Вышел вместо Матерацци. Оказался ему под стать. А 89-я минута. И справа будут подавать хозяева. Плотный навес. Майкл летит на мяч. Каутиньо подбирает. Очень здорово обработал опять и в дальний угол метил. По-моему, еще один рикошетик и снова корнер. Так и есть. Так и есть. Но игроков слишком мало здесь в синей форме. Майкон уже за пределами штрафной. Тем не менее, это на него передача. И он Бехрами обыгрывает двумя касаниями. Бьет с левой. Намного выше ворот. Тем более, что левая не самая лучшая. Тем не менее, получился эпизод. Все спокойно протекает. И всполохи опасных моментов скорее случайны. Игра их не провоцирует. Но Фиорентина все-таки атакует. Комота, почему бы не побегать вышедшему на замену латералю. 3-1 в пользу Интера. Добавленное время ко второму тайму сейчас будет объявлено. И мы с вами еще раз вспомним события матча на стадионе Сан-Сиро. На 25-й минуте Джанпаоло Пацини открыл счет после передачи Этоо. Камбьясо отличился также после навеса Самуэля Этоо. На 28-й минуте к перерыву 2-0, комфортный для Интера. И два мяча примерно в том же промежутке, только на 27-й и на 29-й и 32-й минутах тайма были забиты, но уже в разные ворота во второй половине. Отличился Альберто Джилардино, которого прозевал Матерацци. Пошел пас из глубины от Марио Сантаны. Джилардино забил очень добротный мяч. Ну а затем Филиппе Каутиньо свой первый гол в Италии праздновал со штрафного. Бразилец обвел стенку. 3-1. 5 минут добавляет судья Лука Банти. Раздухарились футболисты Фиорентины, услышав о 5 минутах. Но почему бы не попробовать сыграть в атаке? Все-таки это слишком оптимистично отыграть два мяча. Интер тормозит ситуацию. Загорелись давно уже довольным блеском сразу после гола Каутиньо глаза Леонардо.
Много разговоров, еще раз напоминаю, перед этим матчем было не столько об игре, не столько о составах, сколько о том, какое будущее ждет клуб и, в частности, Леонардо. Безусловно, клуб получит определенное усиление, а вот кто это усиление будет пестовать, Леонардо или какой-то другой тренер, пока вопрос. Но вопрос, которому предстоит решаться уже в ближайшие 2-3 недели. Возможно, все ждут выхода Интера в финал Кубка, матча с Миланом там. Милану не просто будет пробиться, напомню. Ничья 2-2 на своем поле. С Палермо, который разыгрался, и сам Милан, еще и Рому тут убрал. Очень здорово в последние недели. Ну, кстати, Палермо накануне тоже одержал победу. Ну что ж, Интер записывает 3 очка в турнирную таблицу. 2,5 минуты остается играть. И у Интера 72 будет балла за 2 тура до финиша. Ну, а Фиорентина останется в глубоком болоте. Кстати, позиция перед этим туром была такой, что ни подняться на строчку выше, ни опуститься Фиорентина не могла. Какие-то минимальные флуктуации в таблице еще возможны, но сегодняшняя игра, в общем, показала, что фиалки команда на вырост. Предыдущий матч с Удинезе 5-2, разгром, все это было приятно. И сегодня Интеру не дали спокойной жизни во втором тайме, но все-таки уступили. Каутиньо аккуратным движением посылает вперед мяч на Горана Пандева. Это даже и не Пандев, это Харджа там затесался в атаку. Ну и в результате марокканец мяч отвоевал. Пацини, рикошет и мимо. И мимо. Завершается матч, видимо, угловым у ворот Артура Боруца. Претензий к польскому голкиперу нет. Но по большому счету серьезно выручил он лишь однажды, когда бил Майкон почти в упор в продолжение стремительной атаки Интера. И Боруц не без помощи фортуны мяч ногами отбил. 95-я минута. Подача. Здесь даже Раноки оказался не очень надежен. Прострел, и оказывается, угловой ворот Интера мы в концовке увидим. Нет. Успел здесь Жюлио Сезар. Так команды пошли на поводу у арбитра, который, на мой взгляд, напрасно добавляет гигантскую уйму времени при таком счете. В Германии, например, когда счет в целом и развитие, исход матча ясен, могут не добавить вообще ничего. Есть в этом своя логика. Ну а здесь судья ждал 5 минут, и вот они истекают. Интер Фиорентина 3-1. Второе место за миланцами. Фиорентина остается 9-й. Комментировал Александр Шмурнов. До новых встреч на НТВ+. Не теряйте оптимизма. Счастливо.